Презентация началась с просмотра 27-минутного фильма режиссера Мадины Аргун. За это время автор рассказала историю песенного искусства абхазов, вспомнила народные мифы и легенды, показала работу одного из лучших в стране певческих коллективов гудаутского хора «Ахиштра». И все это через образы девушки и юноши. Творческий путь народа сквозь жизненный путь отдельных людей. Воспользовавшись этим приемом, театральный режиссер воплотила задумку на экране. Мне кажется, фильм про человека, да, и я из этого проекта вынесла какие-то очень человеческие, терпимые друг другу, несмотря на какие-то сложности, да, я подводила, бывало, да, и ковид нас подводил. Этот фильм был снят в 2019 году. Я же вообще театральный режиссер, да, и я мне позволили такое хулиганство, наверное, да. Отсутствие сувенирности – так охарактеризовал Батал Кубахия фильм об абхазской народной песне. Все герои – молодые люди. Через образы современников и современности режиссер передала древнюю природу искусства. Такое ощущение, когда такая глубинность, да, архаично, там даже чувствуется такой эпос, да. Это гениально, что вы сделали, вы дали эту распевку, да, речитатив. Я бы вообще еще больше бы дал, потому что это никто нигде никогда не может увидеть. Потому что это есть только у людей, у народов, которые имеют огромный пласт культурной песнопения. А мы его имеем, и мы мало чего говорим, понимаете? И то, что вы осовременили, то есть сделали всеобщим достоянием то, что принадлежит нам. Ушла, честно, ушла сувенирность. В презентации участвовали и главные герои фильма. Нет, не актеры, а певцы. Как только погас экран, они затянули напев, без которого не обходится ни одна абхазская песня. Фильм наполнен народными композициями, но без помощи композитора все же обойтись не удалось. Основную тему фильма написал Тимур Агрба. Это под его музыку начитывает закадровый текст Роман Сабуа. По словам композитора, фильм – дело, которое будет иметь отголосок и, возможно, даже повлияет на будущее абхазского искусства. То, что закладываете вы сегодня, аукнется лет через 10, может быть 15, но это обязательно аукнется, и тогда, наверное, люди, все, кто окружают сегодня, смотрят, слышат это, поймут ценность подобных вещей. И за это я хочу вам сказать спасибо. И ведь на то и нацелены проекты Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса. Уже многое сделано в рамках проекта Амазара. О нематериальном наследии абхазов и абазин. И еще немало предстоит. Те видео, которые сняты в Абхазии сейчас, это блок музыкальный. Снят танец, вокальное исполнение хоровое народное, инструментальная музыка дауд. И у нас были предварительные переговоры, которые мы, можно сказать, пока продолжаем с Министерством культуры по переизданию книги Ковача «101 абхазская песня». Мы этим 4-м проектом завершаем блок музыкальный блок проекта Амазара и будем искать новый вектор, куда же мы двинем этот проект в будущем. Все фильмы, а также печатные материалы, созданные в рамках проекта Амазара, переводятся на 6 языков. Все это для того, чтобы публикации были доступны везде, где проживает абхазо-абазинская диаспора. Все, что мы публикуем, все наши проекты, все материалы, все переводятся на 6 языков. Потому что главная аудитория нашего информационного портала – это представители нашей диаспоры за пределами Абхазии, и именно они говорят на тех языках, на которых мы работаем. Это арабский, турецкий, английский, абхазский, абазинский и русский. Соответственно, в миру будет доступен этот шедевр Мадины на всех языках. Немаловажный факт, что над сохранением нематериальной культуры абхазов практически все участники проекта трудятся на безвозмездной основе. Марьяна Котова, Саита Гухава, Абаза ТВ.